Судя по ценам в магазинах нашего города, вопреки расхожему мнению, подготовить парня-выпускника к торжеству папам и мамам обойдется не намного дешевле, чем родителям выпускницы. Средняя стоимость бального платья составляет 7-8 тысяч рублей. Классический брючный костюм на выпускника обойдется примерно в такую же сумму. Добавим к нему рубашку, галстук и туфли, стоимость комплекта начинает превышать 10 тысяч рублей. К бальному платью тоже подбираются туфли и сумочка, что уравнивает затраты. Вот только купленный костюм будущий студент сможет надеть и на экзамены, и на любые другие важные мероприятия, в то время как представительница прекрасного пола, как показывает практика, надевает свои платья только один раз на выпускной бал. Не в пример больше хлопот у девушек из тем, где парни-выпускники ограничиваются одной лишь аккуратной стрижкой. Затраты на укладку, завивку, макияж вырастают в отдельную, не менее внушительную статью расходов. Если прическу прям конкретную, очень-очень такую классическую, то вместе с макияжем 2500, но это обычно невестам так обходится дорого. А так девочки всегда идут навстречу клиентам. Могут клиент сказать: я хочу уложиться в 600 рублей. Пожалуйста, девочки идут навстречу, делают такую прическу. И это не включая расходов на организацию праздничного банкета, местом проведения которого может стать столовая родной школы или богемный зал ресторана. Для большинства семей нашего города затраты внушительные, а для тех, чье положение в силу определенных обстоятельств не позволяет рассматривать данную статью расходов в качестве приоритетной, и вовсе заоблачные. Так совершенно естественное событие, знаменующее переход от одного жизненного этапа к другому, становится для таких детей практически непреодолимым препятствием. Именно таким детям и призвана помочь акция «Хочу на бал», организатором которой является Комитет по делам молодежи городской администрации, совместно с Межрайонным центром социальной помощи семье и детям. В рамках акции принимаются хорошо сохранившиеся предметы гардероба, которые смогут послужить для создания торжественных нарядов нуждающимся в помощи выпускникам. Идея для нашего города, она новая. Эта акция проводится впервые. Она заключается в том, чтобы помочь детям из неблагополучных, малоимущих, многодетных семей собраться на выпускной бал и выглядеть на нем достойно, красиво, как и все остальные дети. На сегодняшний день вещами из своего гардероба и аксессуарами успели поделиться 20 человек. Фонд благотворительной акции продолжает ежедневно пополняться. Эти платья где-то были сшиты для фотосессии, где-то я приобретала, но по каким-то причинам не носилась. Вот, поэтому, чем они просто будут занимать место в шкафу, решила, что кому-то принесут пользу. Мой выпускной проходил очень здорово, очень весело, к нему я готовилась сама, платье шила я себе на тот момент сама, это было самое красивое, наверное, мое платье, поэтому, мне кажется, для каждой девушки, девочки этот выпускной такая, очень важное событие в ее жизни, каждый хочется быть принцессой. Организаторы проекта отмечают, что до сих пор в фонд акции было передано крайне мало предметов мужского гардероба. Списки нуждающихся формируются в заявительном порядке. Сегодня в них числится 10 выпускников, половина из которых юноши. Значительную поддержку благотворительному проекту оказали предприятия и индивидуальные предприниматели нашего города. Так некоторые организации взяли на себя ответственность лично курировать и полностью подготовить к торжеству по одному конкретному выпускнику из списка. А коллектив салона красоты «Николь» вызвался бесплатно создать яркие праздничные образы для 5 нуждающихся девушек. Мы принимаем участие каждый год, делаем прически девочкам из дома сирот. И всегда хотим, чтобы помочь людям, чтобы девочки были красивыми, чувствовали себя уверенно. Кстати, сами школьники с куда большим энтузиазмом склонны говорить о вузах и будущей студенческой жизни, чем о нарядах на выпускной бал. А значит, тропинка во взрослую жизнь не обязательно должна быть усыпана стразами. Вещи в помощь выпускникам, а также заявления нуждающихся принимаются по адресу улица Островского, 30, кабинет номер 13. Ринат Музафаров, Радмир Аценгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.